إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, надеюсь, мы вам не надоедаем здесь своими заходами и отвлекаем вас от вашего ильма. Но наша задача маленькая — слушаться тех, кто нам приказывает, указывает. Поэтому та тема, которую поручили мне, я, иншаллах рахман, коротко об этом расскажу. Вот мы видим, в Дагестане уровень знания как-то поднимается. Аллах поднимается. И альхамдулиллах, альхамдулиллах раббил аламин, хамдан юафи ни'амаху ва юкафи мазида. Даже рядовые люди на базаре, которые есть, у них тоже уже потихоньку планка просвещенности поднимается. Мы это видим. И по тем вопросам, которые рядовые люди на улице задают, мы замечаем, что эти люди начали задумываться о шариате и каждую вещь, которую они делают. Ну, кто-то из них больше, кто-то меньше, но стараются подогнать под, вот именно в рамки шариата. Это очень хорошо и очень радостно. Но когда человек, один из них, вот хочет в этой же толпе, ну раньше, например, Кула Алхам почитал, уже человек выделялся, он религиозный человек. Даже достаточно было папаху одет хороший, там и белую бороду оставить, уже вот очень белой бородой человек, наверное, там большой человек. Это было раньше. Сейчас это не катит, сейчас это не идет. Человек сразу выдает себя, как у нас говорят, палится быстро. Потому что, ну, в Махачкале среди молодежи нету, наверное, минимум мухтасар, который не читал, таких людей, наверное, нету. Потому что все они или в мечети, или где-то учатся. Уже тяжело людям выделиться в этой толпе, особенно для тех людей, которые хотят якат, которые говорят я. Для них стало чуть тяжело. И вот эти люди начали выделяться какими-то такими моментами, которые в книгах идет как, скажем так, мнение одного, отдельное мнение одного алима, который отдалился от джамаата. То есть, вот малость, меньшинство среди алимов, которые есть, этими мнениями начинает выделяться. Один из таких моментов в наше время является то, что мы, например, в намазе замечаем там кое-какие детали, которые наших мусульман, которые отделяют от общества, они начинают там издавать какие-то положения, вот этим хотят, чтобы на них обратили внимание, чтобы у людей появился вопрос: ты почему так делаешь? Ну правильно, если один человек будет, весь ряд стоит вот так, кибля, он станет вот так. Что он делает? Эй, ты куда смотришь? Там автостанция, что ли? Что там? Куда ты? Ему же скажут, и он начнет: я в каком-то книге видел. А этого-то не видели другие люди, потому что они читали Коран, рахмаллах, книгу. Потом вот эти все люди, которые читают книгу, читали. И вот в этом вопросе эти люди разойдутся там и скажут: слушай, один делал вообще другую кибля, и он приводил с книги доводы. И он все, у него это счастье, что о нем говорят. Это один из болезней сердца, когда человек хочет, чтобы про него говорили. И это вот там где-то у моделей, модель называется же, вот эта девушка, которая и так фотографируется. Вот у них болезнь бывает такой, вот такой же шайтан, болезнь это в его сердце тоже. И такие моменты порой становятся причиной тому, что мы с вами не можем согласовать начало месяца Рамадан, день и так далее. Вот такие времена, вот такие моменты человек хочет выделяться это. И это все возвращается к болезни сердца тоже. Поэтому это беда, вы замечаете это. И ни в коем случае не старайтесь именно такими моментами выделяться. Вы, наверное, слышали, это качество, когда вот Нуруль Якин, наверное, все здесь читали все, там Нуруль Якин приводится такой момент, один из курейшитов говорит, был такой уважаемый человек, когда он чалму одевал, курейшиты не одевали чалму. Вы, наверное, имя помните его, да? Вот, то есть, уважая его, на него похожим не старались быть. Что мне говорили люди, он рядовой человек. Например, вы также помните историю, например, когда имам Шафи, рахимахуллах, совершил зиярат к имаму Абу Ханифа, рахимахуллах, на его могилу, там он громко бисмилля не сделал, алхамид. Слышали, наверное, да? Уважая могилу имама Абу Ханифа, рахимахуллах. То есть, человек вот это болезнь, выпендрежки, вот это должен уничтожить в себе. Это яканье, это очень страшная болезнь, и это очень такой вещь, которая человека делает несчастным.
потому что с этого началось несчастье Иблиса, тоже сказал, я лучше, чем кто-либо. А что касается моей темы сегодня, это было, например, то, что некоторым нравится брить усы, некоторым нравится оставление бороды, некоторым нравится укорачивание штанов и так далее, и так далее. И вместе с этим эти вещи, эти поступки их делают приближенными к людям, которые отделились от джамаата, значит, и из-за этого, даже если в них нет такого явного признака заблуждения, но вызывает подозрение у тех людей, которые есть вокруг. Вот прежде чем об этой теме говорить, говоря об этой теме, значит, сразу бухты-барахты, наверное, не каждый человек примет это все. Я к чему это говорю? Вот весь разговор, который до этого у меня был к этому. Мнение людей менять очень тяжело. Очень тяжело. Порой, когда мне самому кто-то говорит, давай там в одном маджлисе сделай вааза, выступи там и так далее, у меня это положа руку на сердце, как говорят, я могу сказать, вообще даже желание, минимум, что может быть из желания, этого желания не бывает. Я чувствую себя человеком, который, бывает человек, который на поле там отпустили и заставили кричать о чем-то, который сам не понимает. Вот такое ощущение бывает. Потому что мы видим людей, они, когда мы говорим, например, я лично говорю людям, они просто да, правильно говоришь, соглашаются. Они не смотрят, как человек, который ищет знания. Они смотрят, как человек, который берет экзамен у меня. Правильно ли я говорю или нет. Вот все, что, например, подходит, например, людям, если я говорю, это они принимают, а вот как только мы задеваем тот момент, который, например, с этим, вот как раз у кого-то из нас, когда бывает какой-то недостаток, вот тут, тут он, по-моему, не так, здесь так, и вот эти моменты начинаются. Поэтому, чтобы мы с вами считались мнением людей, мнением общества, вот об этом я несколько слов хочу сказать. Люди, дорогие братья, они не слепые. Люди, народ дурным не бывает. Эта вещь, вот мнение народа, мнение джамаата, мнение людей, мнение Савадуль А'зама для нас сделал вот тем маяком, который спасает нас во время смуты. Вы же помните хадис посланника Аллаха, где говорит, что посланник Аллаха говорит, саллаллаху алейхи вассалям, что умма разделится на 73 течения. Там же задали посланнику Аллаха вопрос, саллаллаху алейхи вассалям, а что нам делать в таком случае? Посланник Аллаха сказал, Савадуль А'зам, где большинство, туда идите. И это мнение людей, это просто так, например, там, как ничто принимать нельзя. Абдуллах ибн Аббас, радийаллаху анхума, рассказывает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, сказал, Ахлюль джанна, обитатели рая, это те, ман мала Аллаху та'аля узнайхи мин сана'i наси хайран ва хуа ясма. То есть люди, чьи уши заполнены восхвалением людей, будучи слышащими. То есть, когда человек не просто до человека доносят, когда куда бы человек ни пошел, он слышит про него хорошее мнение у людей, вот этот человек обитатель рая. Ва ахлун нари ман маля Аллаху та'аля узнайхи мин сана'i наси шарран ва хуа ясма. А обитатель ада это тот, который слышит люди, вот плохое мнение людей, и уши от этого мнения заполнены у него. Все говорят много. Мы сейчас не будем плохих, хороших пример приводить, да? Значит, есть же люди, которые только плохое о ком-то говорят, и только хорошее о том говорят тоже. Вот этим разбираются эти моменты. И вот Аллаху Та'ala в Коране про аулия своих тоже говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Аля инна аулия Аллахи ла хафун алейхим ва лахум яхсанун, алладина аману ва кану яттакун, лахумул бушра фил хаяти дунья ва фил ахира». Лахумул бушра, этим аулияам, фил хаяти дунья ва фил ахира. Что такое бушра в этом мире? Радость им, радость небес в этом мире. Что такое? Что мусульманин делал тот амал, из-за которого окружающие люди будут восхвалять его, благодарить его, хвалить его среди общества и так далее, и так далее. И вместе с этим он не желает этого, не требует от людей, чтобы его восхваляли, но тем не менее он не может это останавливать. В итоге
вот это восхваление из его деяния не уменьшит никакой аджр. И Файдул Кадир Манави, комментируя вот это хадис, который мы недавно говорили, о обитателях рая и обитателях ада, говорит следующий. Ее смысл, говорит, вот этого слова. Значит, вот смысл вот этого, что Ахлюль Джанна, например, он не перестает вот делать хороший амал, что люди о его амале знают. Помните, вот был момент, когда посланник Аллаха рассказывал этот самый сон, который вот, чтобы человек не закрывал, хоронил, он поднимался все время, поднимался из земли. Вот это есть такой рассказ там. Один вещь, который, например, вот большой вещь, который проглатывать надо было, другой вещь, который похоронить надо было, это, наверное, историю помните, да? То, что проглатывать надо было гнев, а то, что хоронить надо было, это было хорошее деяние, которое, как бы он ни хоронил, он выскакивал, он скрытым не остается. Значит, и в этом месте тоже говорит, и в итоге он попадает в общество, например, вот вам нужно пойти за хлебом, вы слышите, это вот он хороший человек, вы пойдете там к сапожнику, это ты, да, там подошел тебе. Вот это все время от вас люди, как от змеи, например, не становятся. То есть, когда вы появляетесь в обществе, люди, он пришел наконец-то. Они расслабляются, они отдыхают. А бывает это люди, заходит один человек, уже волосы дыбом, как кошка, что-то здесь будет сейчас взорвется что-нибудь, сейчас что-то кровопролитие и так далее. Такие тоже бывают люди. Хорошие обитатели рая – это вот эта сторона, а обитатели ада – это другая сторона. Понимаете? И вот он хоть в лицо человек не может говорить, но вместе с этим он слышит вот плохое мнение, видит это. Это вот обитатель ада. Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи, один, говорит, человек сказал, вот скажите, говорит, если человек, говорит, делает добро, и за это добро его восхваляют, как бы, может ли это стать вознаграждением и так далее, и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, «Тилька аджилю бушраль му'мин». Это вот то, что в ахирате ему должен был быть. Вот Аллах говорит, хочет, чтобы он этим райским вознаграждением, он еще в этом мире наслаждался. Сюда Аллаху Та'ала послал это райские блага, чтобы уже своим джазаам за свой амал, он начал в этом же мире радоваться. Понимаете? Вот в таком виде. А это уже, значит, то, что, например, вот бывает, когда человека наказывают, это уже здесь тоже, конечно, вот опережает тоже. И вот еще другой момент тоже, о котором вот здесь нужно сказать. Вот Ибн Мас'уд, радийаллаху анху, передает, что один человек сказал, «Я Расул-Аллах, когда я буду хорошим человеком?» Мы же все хотим, мы хорошие люди перед Аллахом или плохие люди перед Аллахом, мы хотим это знать. Когда, говорит, я буду, говорит, хорошим человеком, мухсином, и когда я буду мусиам, плохим человеком. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал, когда, говорит, тебе будут давать хорошую оценку твои соседи, что ты хороший человек, фа анта мухсин. Когда соседи про тебя будут говорить, аннака муси, фа анта муси, ты плохой человек. Вот спрашивайте соседей, какой человек находится. Значит, вот здесь же очень важный момент. Хорошая оценка окружающих, аламат того уровня, который перед Аллахом, субхана ва та'ала, имеет этот раб. И то, что люди говорят, а есть поговорка «Аль-синатуль халки, аклямуль хакки». Это вот языки людей, это калам истины. Это нужно понимать. И вот имам Шафии, рахимахуллах, даже в свое время, у него адат был такой, говорит, что женщина там у родника рассказывает. Так даже спрашивал. Это. Народу, весь народ обманывать невозможно. Аль-синатуль халки, аклямуль хакки. И мнению народа мнению, не прислушиваться нельзя. Человек не может говорить, вот я, как положено, шариату следую, а все люди его ругают. Не может быть шариат ненавистным для людей, если они это шариат знают. И поэтому, говорит, и в этом мире, говорит, это адрес, это, то есть признак того, в ахирате каком месте он будет. Это билет, его билет, говорит, это вот эти языки людей, вот, к тому, что он в ахирате пойдет. А вот когда, говорит, хорошим
языки пишут про него, чужие языки пишут хорошие, значит он хороший, а плохой плохой. Еще посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, вот вы сможете говорить, юшаку антарифу ахлаль джаннати мин ахлил нар. Вы сможете, говорит, разделить обитателей рая от обитателей ада. Они сказали, говорит, бимма я Расулаллах, чем мы можем отличить их? Бистана иль хасани, вастана иль сайи. Антум шухадау ба'ликум аля ба'л. Вы свидетели, часть из вас свидетелей на другой части. Поэтому вот это все, что мы здесь рассказывали, о чем мы этим хотим говорить? О том, что когда какой-то народ, какая-то группа людей, когда они становятся ненавистными для людей, противными для людей, непереносящими для людей, нельзя сказать, что эти люди живут по правилам и люди их ненавидят. Нет. Значит, они не живут по правилам. Даже если их вид вроде бы в рамках каких-то вещей происходит. Это неспроста сказано. Вот, возвращаясь к нашей теме, мы говорим, например, бритые усы, короткие штаны. Что, мы бритых усов ненавидим, что ли? Вот скажите, вот кто-нибудь упрекал там Али Джифри за то, что он побрил усы? Упрекал кто-нибудь? Не слышал я, что мы упрекали его. Мы видели его. И даже не было такого, что нам не понравилось то, что он побрил усы. Даже это мнение не возникло. Потом как-то там кто-то напомнил, а у него усов тоже нету. Вот только тогда поняли, что у него усов нету. Почему-то мы вообще не подумали о его усах. Или же у кого-нибудь возник вопрос про имама Шамиля, рахималлах, что у него что-то там где-то не так. Никто же не задает вопросы. Когда человек живет на самом деле, как положено, душой и сердцем по пути ислама, в этом человеке эти сомнения не появляются. А когда танцовщица, которая танцует танец живота, выходит с закрытыми глазами, никто не говорит, смотри, машаллах, хиджаб одела. Не говорит. Мы знаем, для чего она это одела. Через 5 секунд она все откроет, то, что под ней. Не так ли? Поэтому народ не глупый. Под этими вот бритыми усами, что скрывается тоже, люди знают. Под этими черными хиджабами, что скрывается тоже, люди знают. Дело не в хиджабах. Дело в том, для чего человек это делает. Есть понятие суннат борода, есть понятие идеологическая борода. Понимаете? Все дело в этом. Все дело в этом. Вот поэтому говорит, почему нам устаз нужен? Потому что из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, что может вывести человека из правильной пути, например, да, вот чтобы этого не дать делать людям. Например, человек, вы же знаете, муриду, устазы сразу же не поручают делать какие-то намазы, чтение Корана и так далее, и так далее. Сперва этого человека сажают на таубу. Потому что человек, который купается все время, которого обязали купаться от грязи, он этим гордиться не может, потому что в ней сидит, раз мне купаться надо, значит я грязный. Раз человек каждый день утром и вечером истихфар делает, значит у него есть грехи. Не так ли? Поэтому идет вопрос, дорогие братья, от этого. Поэтому шариата решение насчет бороды и усов, вы, конечно, прекрасно знаете, и здесь говорить смысла нет. Укорачивание усов. Это тоже показано, оставление бороды – это тоже суннат. В этом никакого разногласия нет. Но вместе с этим упрекать тех, которые не оставляют бороду, это тоже неправильно. Почему? Потому что за что человека может упрекать? За оставление фарда – раз, и за совершение харама – два. Не так ли? Мы можем упрекать человека за то, что он садака не дал? Нет. А если закат не дал? Да. Значит, многие алимы говорят, что бритье бороды это является карахатом. Как человек может упрекнуть другого человека? Не так ли? Нет. С другой стороны, значит, к тому человеку вопрос, который решил, например, обучаясь ильму, оставил бороду. Ну что, из всех суннатов, которые он делает, именно бороду он нашел соблюдать. Да ради Бога. Борода его даже не спрашивает, сам появляется он. Его оставлять не надо, он сам выскакивает. Каждый машинка старый стал уже из-за того, что все время убираем. А что он? Тахаджуд, ватру, все другие вещи, которые... Это вот илля, те алимы, которые
например, сказали, что брить бороду карахат, они что говорят? Потому что в ней нет вреда, в бритье нет вреда. Так говорится, такое высказывание. Алиму насчет этого, насчет бритья бороды. Нет вреда. То, что бритьем нет вреда, оставлено, есть что ли польза? И то, что, например, когда-то то, что было, что бородой, например, человек на мужчину становится похожим, или без бороды на женщину, там в Москве, которые парады делают, много бородатых людей есть. Это в наше время уже роль не играет, эти вещи. Не так ли? Там в этом маджлисе не будем о таких людях упоминать тоже. Это момент. Что касается штанов. Вот посмотрите хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, насчет удлиненных штанов. Там же в этом хадисе есть кайд. Мукайяд это слово посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, где говорится, что те штаны, которые ниже щиколотки идет, с чем связан он? Хуяля, гордыня, не так ли? И вот посмотрите кабаир. Абу Бакр аллаху пришел к пророку, саллаллаху алейхи, и говорит: я Расул-Аллах, у меня, говорит, штаны вот длинные, я тяну, говорит, по земле, манджарра саубаху, так же было. У меня есть эта вещь, мне что делать? Сказал, говорит, Абу Бакр аллаху анху, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи. А посланник Аллаха что сказал? Ты не из тех, кто это делает, хуяля. Ты не из тех, кто это делает, гордясь. Кабаир Захаби, посмотрите, там почитайте эти моменты. А как же быть насчет того человека, который гордясь укорачивает? Что все, что бриджах здесь, которые по городу, как метеориты носятся, суннаты соблюдают? Так что ли делать? В нем харам есть гордыня. Укорачиванием человек гордится, или же удлинением гордится. А что, если человек сделает намаз гордясь, если человек прочтет Коран гордясь, это что, хорошим бывает, что ли? Сколько же амалов, рубба амаль, который намерение сделал, хороший амал, а намерение, который плохим сделал, и наоборот тоже сделал. Поэтому вы поймите, делая какой-то поступок, когда хорошие мусульмане, мы же здесь среди мусульман живем, ненавистными становимся для мусульман, это признак того, что мы обитатели ада. И наоборот. Это нужно понимать. Придет время, когда это мнение уйдет, и так далее. Потихоньку, иншаллах, придет. Вот у меня, например, 40 уже лет, да, 40 с лишним лет. Я чуть-чуть, мне аж стыдно выглядеть бородатым из-за того, что кто-то вдруг подумает, что это человек, ученый, наверное, человек, алим, наверное, скажет. А выдавать человека, себя за того, кто нету, это не разрешается. Вы же это знаете, да? Например, если в каком-то месте образовалась какая-то форма алимов или мутаалимов, тому человеку, который не является алимом, не является мутаалимом, запрещено эту форму одевать. Если я не врач, мне запрещено врача форму одевать. Вводить людей в заблуждение, это все равно, что лгать, обманывать. Нельзя выдавать. Что тогда получается? Поэтому, иншаллах рахман, обучимся. У нас в Дагестане бытует мнение, что бородатые люди, они знающие люди, так же? Да? И вот сейчас уже это мнение меняется. Но из-за мнения людей сунна пророка не меняется, это тоже нужно. В шафиитском мазхабе это так идет. Например, в ханафитском мазхабе они из-за мнения людей, сейчас то, что не знаю, тоже не хочу говорить. Вот один факт хочу привести. Вот книга Мафатихуль Джинан есть такой раздел ношения кольца. Вот если вы обращали внимание, ношение кольца, где кольцо нужно носить. Там говорят, на правой руке носить. Есть ученые, которые говорят левой рукой, потому что табиуни они носили на левой руке. Там приводит довод потом. Эти табиуни начали этот кольцо носить на левой руке, потому что на правой руке носили правители, насильники, залимы. Чтобы на залимов похожими не быть, они носили, говорят, на левой руке. Поэтому они кое-какие вещи позволяют вот такие. Ну, у нас в шафиитском мазхабе из-за того, что какую-то сунну соблюдают плохие люди, эта сунна не отменяется однозначно. Это решение тоже нужно понимать. Поэтому вы, ученики, у вас есть, например, для этого несколько этапов. Какой этап? Вы же знаете историю Муса, алейхиссалам, пророка, и Хидри, алейхиссалам, пророка, да?
Человек, ученик, он тот человек, который не знает и хочет познать, хочет знать. И у вас перед учителем есть такие же обязанности, как у сына перед отцом. Вот спрашивают учителей, как нам выглядит лучше, какую форму одевать лучше, и так далее, и слушайтесь этих учителей, выполнение этого указа ваших преподавателей и муаллимов для вас будет обязанностью. Дай Аллаху Та'ала понимание каждому из вас. А что касается вот последнего момента, усы бороды это самая простая там, и самая беспроблемная, то, что мы можем говорить. Откуда это появляется, вот источником является вот это следующий вопрос. Вы посмотрите, всего в исламе всего есть два момента, когда Аллаху Та'ала объявил войну против своего раба. Два момента есть, правильно? Кто может сказать, какие эти моменты? Один из моментов риба, да? Тот, кто занимается риба. Ему Аллаху Та'ала объявил войну. Второй, тот, кто вредит вали, тот, кто любимцу вредит. Есть всего два человека. Хотя вот риба, который делает человек, вы знаете, этот человек, этот грех его не выводит из религии. Хоть он тяжелый, опасный грех, но не выводит из религии. Вместе с этим, исходя от всего того, что сколько людей разных на свете есть, Аллаху Та'ала вот этим двоим вот объявил войну. Тот, кто любимцам Аллаха вредит, этот человек считается тем человеком, который будет, например, судиться самим Аллахом. Субхану, то есть судьей придется ему судиться. Судный день. Вот такой вещь это. С другой стороны, посмотрите такой момент тоже. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, столько всего рассказывал сподвижникам, и каждый асхаб из этих асхабов, у них был такой страшный страх за то, что вот они не смогут выполнять те указы Аллаха, которые Аллах Та'ала не спаслал. И вот когда вот один человек, один бедуин спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, человек, который любит людей, но никак не может делать их дело. То, что они делают, амал делать не может. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ему же сказал: «Анта ма'ман ахбабта». «Аль-мар'у ма'ман ахабба». Человек будет находиться в судный день с тем человеком, которого он любит. Вот эта вещь, асхаби, вот этот день, когда они услышали вот это слово, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, сделали праздником. Они в эту ночь не спали. Настолько радостным был этот день для них. Почему? Потому что мы можем, например, у каждого есть своя суета, своя проблема, трудности, болезни. И человек говорит: «Валла, если у меня, например, 10 детей не было бы там, да, отец героинем не был бы я бы, наверное, значит, там вот так из мечети не выходил бы». Другой говорит: «Валла, слушай, я, например, там у меня были бы, например, деньги, я бы сколько садака раздавал бы». И там третий так говорит, четвертый так говорит, пятый говорит: «Я врачом был бы, говорит, я бесплатно лечил бы людей». Вот так вот с искренним намерением человек говорит. Человек в судный день будет с тем человеком, кого он любит. Вот этот день, вы поняли, да, в этом было спасение всех людей, и асхабов, и в том числе нас, из-за того, что мы не успеваем делать, но тем не менее мы их любим, их ценим. А что же будет ждать того человека, который врагов Аллаха любит, а любимцев Аллаха ненавидит? Ненависть без действий, дорогие братья, не остается. Не можете человек просто: все, нету любви, халас, на этом жить не будет. Результат этого – это вражда, это вред. Как результат любви – это хорошее отношение, делание добра. С обратной стороны, результат ненависти тоже же какой-то бывает. В итоге этот человек обязательно попадет в ряды тех людей, которым Аллаху Та'ала объявил войну. Это вещь очень тонкий момент. Вот Хасан Афанди, книга Талхис аль-Маариф пишет, он приводит слова, если я не ошибаюсь, имама Шаарани были эти слова: если, говорит, на тебя вливается вся тьма этого дуньяла. Тьма, под слово тьма, там подразумеваются грехи, нехорошие деяния, внутренние, внешние, вот эти все болезни. Весь алам, который творит грех, если вот, будут наливать на тебе,
вместе с этим из твоего сердца к аулиям Аллаха не уменьшится ни один волосок любви, то тебе стоит не переживать. Ты не беспокойся. Вот эта любовь вытащит тебя из этой тьмы к свету. Но если, говорит, весь свет этого мира, этого алама будет наливаться на тебя, то есть ты будешь делать все ибадаты тех, которые на свете есть, но вместе с этим ты заметишь, что твоя любовь к этим аулиям уменьшается на уровне волосинки, знай, что тебе уже стоит переживать. Это начало твоего конца. Вот что это означает. Поэтому, видите ли, когда мы с вами живем, выбирайте друзей, выбирайте товарищей, берегите, спасите свою религию, спасите свою душу. Если это были бы какое-то мнение алимов, это одно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, явно говорит, ясно говорит, аль-мар'у аля дини халилихи. Человек соблюдает религию своего друга. Русские говорят, скажи, кто ты, кто твой друг, я скажу, кто ты. Этот человек, мы хотим узнать на друга, посмотри, говорит. Это очень нужно знать. У нас горцы говорят, там один хирисбаров, как это по-русски сказать? Хирисбар что у них? Чесотками покрытый лошадь порезал, говорит, один человек. Свой нормальный лошадь порезал, потому что он ее нашел с лошадью, который чесоткой поражен был. Просто из-за того, что рядом стоял, порезал. Нормальный был бы, рядом не стал. Видите как? И мы видим, например, здесь идет какая-то там рогатка, носится по дороге, и с ней такой хиджабе девочка. Просто они не бывают рядом. Просто они не бывают. У них что-то вместе бывает, которые замышляют. Без этого как быть? Вы же имам Газали, Ихя, же, наверное, те, которые читали, там посмотрели, один увидел там на ветке ворону и голубя вместе. Не может быть, говорит, как ворона и голубь вместе может быть? Когда взлетели, говорит, оба храме оказались. Не бывает, у них что-то бывает. И вот тот человек, которому другом оказался нехороший человек, ему стоит переживать о том, что вот уже приближается начало его конца. За это стоит переживать. Самый страшный вес у человека, дорогие братья, Минхаджуль Абидин имам Газали пишет, 4 врага есть у человека. Какой? Кто может сказать? Иблис. Это общеизвестный такой. У него там там розыски, там фотографии, все, там всем понятно. Иблис это второй, нафс, третий, дунья, четвертый, люди. Люди, которые не идут по той пути, которой мы идем. Халк тоже это. Вот один человек говорит, наши отцы рассказывают, деды, один человек говорит, ну раньше, как таких алимов тоже больших не было, но в селении был один такой уважаемый такой человек, который чуть-чуть религию тоже знает, но вынуждены были джамаат к нему обращаться. Вот к нему пришел один человек, бросил пить, бросил курить и так далее, и после всего того, что он рассказал, он уже таубу тоже сделал, этот старый человек, провожая его, говорит, сынок, вот сейчас, говорит, от тебя шайтан отстал, но берегись от двухногих шайтанов. Они не отстают. Мы знаем, Рамазан месяц, шайтан, его он в наручниках СИЗО стоит, он привязан, он ничего не может делать. Правильно же? Но двухногих не привязывает, мы тоже знаем. Поэтому это очень плохо, очень нехорошо. Мутаалим особенно, человек, который носит ильму, носитель ильму, носитель света Аллаха, субханаху ва та'аля, он особенно должен вот, выбирать места. Вот бывает же, вот, когда Коран человек в руки берет, Коран, уже что это Коран требует от него, чтобы он был в омовении, не так ли? Уже требование есть, чтобы человек не носил, соответствующий вести. А если человек, допустим говоря, не будет, просто он же может взять без омовения тоже. А что? Будет он взять без омовения, тогда что будет? Его же грех запишется. Каждый секунд, каждый вдох и выдох, который он ее держит, и вот в таком положении без омовения находится, это его отдаляет от Аллаха, отдаляет, заслуживает на'ана, проклятие Аллаха и так далее, и так далее. Пока он не поставит ее, или же пока он омовение не сделает. Это вот так. Ильму – это то, что в Коран, через Коран Аллаху Та'ала нам дал вещи. Обладатель ильму,
он должен и в одежде быть соответствующим. И он не имеет права вот вызвать у окружающих двухсмысленную такую реакцию. Понимаете, как ему, подмигнуть ему или там как-то уважением сесть. У него должен быть четкое, ясное положение среди людей, что он, адан Аллах, от всего плохого отстал, и он идет ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, и каждый шаг его приближает. Как в хадисе посланника Аллаха говорил, человек, который прибавился знанием, но не прибавился наставлением, что дальше бывает? Только отдаляется от Аллаха Субхану ва Тааля, на'удhu биллях. На этом, наверное, достаточно будет. Просто я не хочу, дорогие братья, вам свое мнение навязывать. Да, вот говорить так, говорить так. Думайте, сами думайте. Вот вы же услышали, например, вот просто, ну как человеку самому спасаться? Вся пища перед вами. Выбирайте из этого, делайте выводы, оценивайте. Если Умар Асхаб, радийаллаху анху, каждую неделю говорит, у него адат был такой, все, что он делал, записывал. И в конце недели, говорит, он садился. А ну-ка, что в неделе я хорошее сделал, плохое сделал, сам себя, говорит, вот анализировал. В итоге получалось, что плохих деяний всегда было много. И у него же дурат был в руках, да, вот эта плетка. И этим, говорит, от злости бил, говорит, себя. И после смерти, когда его мыли, эти синяки, говорит, на спине обнаружили те, которые мыли его. Вот так эти люди работали над собой. Нам тоже нужно работать. Мы такое время живем, который вот буквально вчера, позавчера похоронили одного. Выходит человек, бах, взрыв, что-то, он не возвращается. Идите на могилу, посмотрите. Там только молодые лица и заглядывают из могилы. Все стариков не видно там уже. Такое положение это. Ну, а мы знаем, вот из того, что мы читаем, да, пусть Аллах будет доволен от этих муаллимов, которые нас этому учат, там говорится, аль-мар'у ямуту аля ма аша алейхи, ва юб'ату аля ма мата алейхи. Человек умирает так, как жил. Человек, который дружит с подонком, как подонком умрет. Человек, который дружил с хорошими людьми умрет. И человек в суде не станет так, как он умер. Если человек, например, разделил свою жизнь на 50 частей, 50% он будет грешить, 50% он будет хороший амал делать. У него шансы 50 на 50 умереть хорошим человеком. Но 50% плохим умереть. Человек, который 75% хорошее делает, 25% плохой, у него 70% шансов умереть хорошим человеком. И чем больше мы делаем, тем больше шансов у нас так умереть. Те, которые ночью ибадат делают, мы же слышим из книг, как они на суждам умирали. Те, которые пост часто держат, они по-стящему умирают. Вот так это бывает. Те, которые всю жизнь зикру делали, после коми даже у них палец по неделю работают. Неделями коми уже перестал, умер буквально человек, его машинкой держит там, да, вот заставляет. Неделями пальцы работают у них, которые сердечно зикру делают люди. Мы же видим зикру, который зикру умирают. А тот, который далалай, и на далай умирает. Аллах цунаги. Если я вас занял время, тоже простите нас. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи.